2021 году проект Союза музыкальных деятелей Якутии «Музыка и слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих» выиграл грант президентского фонда культурных инициатив. Концепция проекта принадлежит филармонии Якутии, которая является членом Союза музыкальных деятелей Якутии и давно сотрудничает с Якутской республиканской библиотекой для слепых. Люди с ограниченными возможностями по здоровью, пользователи республиканской библиотеки, являются частыми посетителями концертов филармонии. Возникла идея объединить любовь к чтению и любовь к музыке и создать не просто аудиокниги, а литературно-музыкальные композиции, в которых будут звучать узнаваемые голоса ведущих артистов якутских театров, а музыкальное сопровождение обеспечат профессиональные музыкальные коллективы Государственной филармонии Якутии. Большую поддержку в реализации этого проекта оказала Якутская республиканская библиотека для слепых. Фонд библиотеки насчитывает более 130 тысяч экземпляров книг, и 80% из них имеют специальный формат. В библиотеке есть своя студия звукозаписи, которая создает аудиоверсии печатных книг, и спрос на эти книги достаточно большой. Но в основном в библиотечном фонде говорящие книги на якутском языке, и нет ни одной с музыкальным сопровождением. Уже в декабре 2021 года была записана первая аудиокнига «Литературно-музыкальная композиция по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина». Музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова исполнил Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика» под управлением Натальи Базалевой. Вторая аудиокнига посвящена поэтам Серебряного века. Лучшие стихи известных русских поэтов-классиков очень красиво и вдохновенно были прочитаны актером Русского театра имени Александра Пушкина Ильей Данилевским и актрисой Саха-театра имени Платона Аюнского Татьяной Легантьевой. Музыкальную часть аудиокниги украсили романсы в исполнении артистов симфонического хора филармонии Якутии. В третьей аудиокниге «Арктические новеллы» звучат фрагменты из произведений якутских писателей Николая Курилова, Андрея Кривошапкина, Николая Лугинова, Василия Яковлева, Далана. В исполнении Государственного симфонического оркестра записаны произведения композиторов Якутии Кирилла Герасимова, Николая Берестова, Николая Михеева, Марка Жиркова и Юрия Степанова. Общий тираж аудиокниг составил 600 экземпляров. Они подготовлены в специальном формате для прослушивания на Тифло-флеш-плеере. Часть тиража аудиокниг останется в Якутской республиканской библиотеке для слепых. Остальная будет отправлена в филиалы библиотеки нашей республики, а также партнерам в Приморье и Казахстан. Надеемся, что наши литературно-музыкальные аудиокниги разнообразят фонд библиотек и познакомят пользователей других регионов с творчеством якутских писателей, композиторов, музыкантов и артистов. Кроме этого, в рамках проекта «Союз музыкальных деятелей Якутии» провел в Якутской республиканской библиотеке для слепых 5 творческих встреч. Первая творческая встреча состоялась 22 ноября 2021 года. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, творческая встреча прошла в онлайн-формате через конференцию Zoom. 32 читателя библиотеки подключились и стали онлайн-зрителями. На творческой встрече была презентована первая аудиокнига «Метель». Прозвучали отрывки из «Метели» Свиридова, части сюиты «Тройка» и «Романс», а также вокальные номера в исполнении артистов симфонического хора филармонии Якутии. 14 апреля 2022 года в Республиканской библиотеке для слепых прошла вторая творческая встреча, посвященная презентации аудиокниги поэта Серебряного века, сборника стихов русских поэтов и композиторов. В программе творческой встречи состоялся рассказ о литературных течениях Серебряного века, о его главных представителях. Звучали стихи Есенина, Блока, Ахматовой. Разговор также зашел и о композиторах этой эпохи. Большое внимание было уделено творчеству Рахманинова, которому 1 апреля 2022 года исполнилось 149 лет, его композиторской деятельности, которую он посвятил русскому классическому романсу.
13 мая 2022 года творческая встреча была посвящена теме «Музыка и слово. Песни Великой Победы». Праздничную концертную программу представили артисты симфонического хора филармонии Якутии, которые исполнили песни военных и послевоенных лет. 15 сентября 2022 года в библиотеке прошла презентация третьей аудиокниги «Арктические новеллы». На творческой встрече отрывки из повестей и рассказов якутских писателей читали артисты филармонии Ольга Топоркова и Саргылана Никифорова. Музыкальные номера прозвучали в исполнении струнного ансамбля «Арко Артика». Самобытную культуру малочисленных народов Севера представила специалист творческого жанра Центра возрождения культуры «Этнос» Нижнеколымского района поселка Черский Парасковья Кондакова и артисты театра «Аланхо» Вероника Лыткина и Анастасия Алексеева. Завершающая пятая творческая встреча состоялась 13 октября, накануне Международного дня белой трости, символа незрячего человека. Именно в этот день стартовал всероссийский месячник «Белая трость». Концерт-лекцию открыл струнный ансамбль «Арко Артика». Эстафету подхватили артисты симфонического хора филармонии Якутии. Особенностью данного вечера стало совместное выступление артистов филармонии с активными участниками самодеятельности Якутской республиканской библиотеки для слепых Николаем Спиридоновым, Надеждой Васильевой, Мичилом Моисеевым, Эдуардом Колодезниковым. Предлагаем вашему вниманию отрывок из концерта «Метель» совместного проекта филармонии Якутии и Арктического государственного института культуры и искусств. Черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрит в темную даль, воздымая гривы.
Филармония Якутии поздравляет Союз музыкальных деятелей Якутии с завершением проекта «Музыка и слово» аудиокниги для слепых и слабовидящих и с удовольствием поддержит новые инициативы. Ноябрь 2022 года ознаменовался еще одним знаменательным событием. Ансамбль балалаишников «Баланс» филармонии Якутии отметил свой 10-летний юбилей. Ансамбль «Баланс» создан в Алдане на базе Государственного концерта оркестра Якутии в 2012 году. Руководитель ансамбля – заслуженный артист Республики Саха-Якутия Дмитрий Швецов. С 2011 года он является координатором всероссийской акции по пропаганде исполнительства на народных инструментах «Балалайка. Душа России» по Дальнему Востоку и Восточной Сибири. Ансамбль «Баланс» является постоянным участником всех гастрольных туров Государственного концертного оркестра Якутии, республиканских торжественных мероприятий, посвященных юбилейным датам вхождения Якутии в состав российского государства в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, культурные программы Восточно-экономического форума во Владивостоке.
«Баланс» представляет Дальневосточный федеральный округ в акции «Балалайка. Душа России». Концерты состоялись в Москве, Хабаровске, Мурманске, Петрозаводске и Вологде. В составе делегации филармонии ансамбль принимал участие в международном фестивале военной музыки во Франции, городах Самюр и Альбервиль, а также в Южной Корее, городе Ванчжу. Концерты «Баланса» проходили на лучших концертных площадках России, Российской академии музыки имени Гнесиных, на новой сцене Государственного Большого театра, в Гостином дворе, камерных залах Мариинского театра, Государственной академической капелле имени Чернушенко. Ансамбль «Баланс» является лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей. Обладатель первой премии третьего всероссийского конкурса фестиваля ансамблей народных инструментов «Россия молодая» в городе Пензе. Дипломат первого международного фестиваля конкурса «Национальная коллекция» в Санкт-Петербурге. Лауреат третьей степени шестого международного турнира «Терем Кроссовер» в Санкт-Петербурге. Гран-при 9-го большого международного конкурса «Гранд Мьюзик Арт». В репертуаре ансамбля не только обработки народных мелодий, но и оригинальные сочинения, произведения композиторов Якутии, обработки саундтреков к популярным кинофильмам, а также саундтреки из репертуара известных исполнителей и музыкальных коллективов, таких как Майкл Джексон, Мадонна, Иглс, Апокалиптика и других. Поздравляем наших коллег ансамбль «Баланс» с 10-летним юбилеем. Искренне желаем творческого долголетия, ярких концертных программ, вдохновения, больших интересных гастролей, радости новых встреч с благодарными зрителями.
Выйду на улицу, ночка темна, парни молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Матушка родная, дай воды холодной, сердце мое кидает жар. Раньше я гуляла в зеленом саду, думала, на улицу век и не пойду. Раньше я гуляла в зеленом саду, думала, на улицу век и не пойду. А теперь под вечер аж пятки горят, ноженьки резвые в пляску хотят. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Матушка, слышишь, соловушка поет, а под горою пляска идет. Девки голосистые звонко поют, мне дома деньку и спать не дают. Девки голосистые